Продолжим вторым этапом. Продолжаются работы по строительству котельной Лермонтова 200. Что касается благоустройства. Вы знаете, продолжается у нас работа по реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. В рамках реализации будет разработана проектно-сметная документация благоустройства озера Сайстары, сквер молодежи. Планируется проведение архитектурных конкурсов, воркшопов по созданию общественных пространств, площадей, скверов, парков культуры и отдыха. Строительство нового полигона, проектирование и строительство идет в соответствии с планом. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации. Мы сейчас рассматриваем вопрос о привлечении инвестора для реализации проекта строительства мусоросортировочного комплекса. Для начала рекультивации полигона проведена экологическая экспертиза. Что касается сферы здравоохранения, когда был отчет у нас 17 января, указали на то, что в отчете недостаточно представлена сфера здравоохранения. Поэтому, понятно, что строительство онкологического диспансера – это республиканский проект, и поскольку сфера здравоохранения передана, является сейчас полномочиями субъекта, но тем не менее мы должны сказать, что перед нами стоит вопрос о необходимости строительства участковой больницы в селе Тулагино, Тулагино-Кирьянском наследии. И также на встрече с населением в селе Табага представители Министерства здравоохранения сообщили о том, что начнется строительство участковой больницы, потому что участковая больница там старая, деревянная, и пациенты там в принципе не могут находиться. В сфере общественного транспорта мы планируем в этом году открыть 14 теплых остановок дополнительно к тем 24 остановкам, которые у нас имеются, обновить парк на 30 единиц городских автобусов. И также вы знаете, что с 1 апреля этого года мы снижаем тариф по пригородным маршрутам, и в принципе мы устанавливаем единый пригородный тариф, который будет составлять 60 рублей за наличный расчет и 51 рубль за безналичный расчет. И внутри самих пригородных территорий перевозка будет стоить так же, как по городу, 28 рублей. И в этой связи по некоторым направлениям мы предусмотрели существенное снижение. Например, по направлению в Кангаласы снижение составит 45 рублей по безналичному расчету. Я думаю, что горожане должны быть довольны. Но остается вопрос, единственное, где будет повышен тариф, это получается у нас Хатасы. И поэтому сейчас мы с активом села решаем, каким образом мы должны, не скажу компенсировать, но в крайнем случае восстановить некую справедливость по отношению к Хатасам. Рассматриваем освещение центральных улиц, то, чего в планах в принципе не было, должны искать средства, и градирование и отсыпку основных дорог, в том числе ведущих в новые микрорайоны села Хатас. В целом так, и я думаю, что нам удастся всего этого достигнуть за 2019 год, и все это скажется положительно на жизни и на настроении наших горожан. Спасибо. Уважаемые коллеги, какие будут вопросы к докладчику? Пожалуйста, Феликс Игоревич. Добрый день. Со всем уважением к всех присутствующих. Мой вопрос о тарифах на пассажирские перевозки. После снижения тарифа на проезд в городских автобусах снизились доходы индивидуальных предпринимателей. Не послужит ли это сокращению городских автобусов? И за счет чего происходит удерживание тарифа? Спасибо. Мы с вами сегодня рассматриваем в том числе уточнение бюджета, ранее принятый. Если вы его внимательно посмотрели, вы увидели там определенную строчку. То есть на самом деле, безусловно, перевозчики коммерческие являются субъектами малого и среднего бизнеса, и поэтому при принятии таких решений мы, конечно же, отслеживаем то, чтобы их состояние ни в коем случае не ухудшилось. За счет чего происходит удерживание тарифа? То есть это нагрузка бюджета, правильно? Да, конечно. Спасибо. Еще вопрос есть? Пожалуйста, Иванович. Доброе утро, уважаемые товарищи.
Задам один следующий вопрос. Вы в своем докладе достаточно подробно рассказали об объектах, ну, о социальных объектах, которые будут вводиться в ближайшие годы, да, в этом году, по крайней мере, да? Ну, вот в связи с тем, что, да, вот недавняя история с приемом детей в ЕКГТ как бы очень остро обнажила проблему нехватки школ в городе Якутске, да? И вот в связи с этим вот у нас еще 4 декабря прошлого года состоялось совместное заседание градостроительной и социальной комиссии, где было дано поручение окружной администрации согласовать и актуализировать план мероприятий, дорожную карту по переводу общеобразовательных учреждений на сменный режим, да, в период до 2025 года. И вот хотел бы спросить, когда этот план мероприятий будет окончательно согласован и уже, да, согласован, утвержден и уже передан нам, депутатам, на рассмотрение. Алина Ильич, будучи руководителем школы, директором школы, вы знаете прекрасно, что нам необходимо построить столько же школ, сколько мы имеем, для того, чтобы ликвидировать вторую смену. Да? Значит, в условиях ограниченности собственных средств мы на сегодняшний день, конечно, рассматриваем вариант реализации государственно-частного партнерства в следующем этапе, ГЧП-2, как мы его условно называем. Значит, по ГЧП-2 предусматривается на сегодняшний день строительство 8 объектов, значит, софинансированием из нашего бюджета на уровне 10% стоимости. Но данный проект сейчас не утвержден, поскольку и городской округ, и Министерство экономики имеют вопросы в связи с повышением сметной стоимости объектов. Пока мы не придем к единому знаменателю по стоимости объектов, вместе с партнером с той стороны, частным, да, инвестором, я думаю, что, соответственно, дальше мы не можем принять и разработать дорожную карту. Поэтому, как только ситуация по ГЧП-2 определится, соответственно, мы готовы будем, мы понимаем, что такое дорожная карта, там очень много «если», да, и «когда». Но, тем не менее, я согласна с вами, она будет принята. Вот. Ну, единственное, что вот решение ГЧП-2. Так, второй вопрос. По 203 микрорайону, да? Хватит ли нам земли, да, вот сейчас же там в проекте стоит школа на 350 мест, вы же сказали, да? Ну, она как 18, по проекту 18 школ. 360 мест, вернее, на 360 мест. Ну, однозначно это очень мало. А есть ли там земля вообще свободная, чтобы поставить, чтобы рабочий проект был, ну, хотя бы на 500 мест? Потому что, ну, учитывая, что квартал там сколько населения, уже 17 тысяч, насколько я знаю, то никак нельзя, да? К сожалению, нет. К сожалению, нет. Ну и причины этого мы с вами сейчас, наверное, обсуждать не будем, да? Вот эта школа, которая проект 18-й школы, сейчас посадка сделана, там не хватает чуть-чуть земли для организации пожарного проезда. Строители работают, проезд мы сделаем, поэтому все нормы будут соблюдены. Но, к сожалению, вот такое количество мест. Спасибо. Уважаемый, еще вопросы. Депутат Чернов Сергей Викторович. Добрый день, Алена Владимировна. Вопрос. У меня 3 вопроса будет, с вашего позволения. Первое, это догонка по поводу предпринимателей. Насколько я понимаю, да, мы действительно сегодня будем вносить изменения в бюджет, да, но там речь идет о муниципальном предприятии, а не автопредпринимателе. Если я не ошибаюсь, если я не прав, вы меня можете поправить. То есть это речь о 29 миллионах. Мы эти деньги направляем на выплату выпадающих доходов ПАК. Ну, я сразу отвечу, да? Пригородные маршруты выполняет только ИПАК. Да, совершенно верно. Но вопрос в том числе был и по городским маршрутам, по изменению тарифа, который был. Ну да ладно, в принципе, я подхожу к вопросу по этой теме. Если я не ошибаюсь, опять же, вы меня, скорее всего, поправите, если это так, у нас при принятии бюджета в прошлом году выпадающие доходы ИПАК составляют где-то порядка 91 миллиона. Мы в бюджете предусмотрели порядка 50, да, ну, порядка. Сейчас мы при принятии, вот сегодня будем рассматривать, ну, проводить уже эти цифры по плановых, но в любом случае, скажем так, не получится ли так, что пригородные маршруты где-то увеличились тарифы,
корректируем в течение года. Тогда до какой суммы увеличатся выпадающие доходы? Михаил Сергеевич, цифры поддержите. Годовая сумма, добрый день, годовая сумма до 120 миллионов увеличится, но да, это с учетом того, что если тариф будет действовать с 1 января по 31 декабря, в данном случае мы говорим, что он начнет свое действие с 1 апреля, поэтому там сумма несколько пониже, но тем не менее действительно нехватка, она есть. Итого? Порядка 90, да? 90, но уже, как вы слышали, цифру еще можно. Нет, порядка 110 миллионов. Но опять-таки хотел бы отметить, дело в том, что размер субсидии, эта сумма может быть плавающая, потому что мы постоянно производим подсчет пассажиропотока. То есть сейчас же внедряются системы, касающиеся оплаты проезда применением электронных карт, когда мы пассажиропоток будем видеть более реально. Кроме того, предполагается установка счетчиков на вход и выход в автобусах. И в соответствии с этим будет скорректирована сумма субсидий, исходя из количества пассажиропотока, то есть будет посчитана доходность. Если укоротить, то тогда в любом случае, скажем так, выпадающие доходы у нас возрастут, да? Вопрос, сколько мы будем в течение какого-то времени мониторить и будем закрывать эти, скажем так, изменения тарифов за счет муниципальных бюджетов. Совершенно верно. Хорошо. Второй вопрос. Ну, я понимаю, что, может быть, сейчас не все цифры у вас есть, да, но в любом случае отчет главы, это в том числе, наверное, финансов касается, согласно предварительным данным, я думаю, что, конечно, к концу февраля будут более четкие цифры, это исполнение бюджета. В целом, мы уже на комиссии осматривали предварительно, скажем так, глазностно, что в феврале будут более точные цифры. По большому счету, доходная часть достаточно хорошо отработана в бюджете города. Вот по расходной еще пока есть определенные вопросы, но этот вопрос, я понимаю, что продлевается, да? Но в любом случае определенная, скажем так, проблемка, я думаю, что организовывается, может быть, скажем так, ваше мнение другое будет, это в сфере как раз ЖКХ, про которую мы всегда, там, скажем так, воюем, боремся и так далее, особенно при принятии бюджета на 2019 год. Так вот, по итогам 2019 года, если посмотреть в процентах, то вроде как бы неплохо, да? Там до 95 доходит, 97. Но если посмотреть в суммарном выражении, то суммы достаточно такие серьезные, скажем так, которые не освоены. То есть неосвоение, скажем так, этих бюджетных средств, с чем связано? Ну, во-первых, когда мы проанализировали неосвоение, да, это оно носит системный характер. Оно носит системный характер, и это неосвоение, и вы, Сергей Викторович, и другие депутаты за этим наблюдаете, да, что происходит из года в год. Значит, мое мнение, что это связано со слабой работой по конкурсным процедурам. Как основная вещь. Вот. И поэтому мы сейчас как раз-таки, и вчера мы разговаривали об этом, усиляем работу конкурсного центра вот этого вот, да, муниципальных закупок и путем некоторой централизации. Понятно, что мы все централизовать не можем. И повышение квалификации работников, которые проводят эти конкурсные процедуры. Извиняюсь, но если конкурсная, скажем так, документация или там сотрудники плохо готовят, то должен быть, наоборот, переизбыток. То есть здесь больше тратится денег. Сейчас, я как понимаю, ваши мероприятия... Иногда просто не проводят, не успевают, понимаете, срывается. Все, то есть понятно. И третий вопрос. Вы только что в своем докладе сказали по поводу, скажем так, достаточно мощных, да, мероприятий по деревянному жилому фонду, то есть это, скажем так, монтаж сигнализации, да, противопожарной. Но вам не кажется ли, что это полумер? Почему? Потому что, что такое деревянный дом, это мы все прекрасно понимаем, то, что оно сигналит о том, что где-то задымление или начался пожар, то эффект это, по большому счету, спасения жилого дома. Есть очень большой эффект по спасению жизней. Да, хорошо, понятно. Но дело в том, что, может быть, подход должен быть более глобальный, да? То есть не только монтаж сигнализации, но и проведение каких-либо там противопожарных мероприятий, то есть это
дерево, мы должны там мы должны, вот, кстати, в 2018 году у нас достаточно большое неосвоение по энергетике, да, то есть по правильной программе по энергоснабжению, да, но, может быть, нам в первую очередь, то есть параллельно надо задуматься о том, что электропровод поменять, да, масштабные работы. Эти работы планово проводятся. Нанести, ну, планово, но суммы маленькие. То есть, вот, мне кажется, что... Я вообще считаю, что деревянные многоквартирные дома надо сносить. Совершенно правильно. Вот у вас хорошая сноска есть, скажем так, состояние дома. Да. Как вот выбрать те дома, которые их действительно делают. Безусловно, то, что вы говорите, это абсолютно правильно, это обсуждается, это вносится. Я сказала в качестве первоочередных мер. Да? Обработка поверхности, она по плану проводится, не в тех объемах, которые желательно. Замена электропроводки, она проводится не в тех объемах, которые желательно, потому что, ну, вы знаете, какой у нас деревянный фонд, да? И поэтому, как показывает вот случай с Борисовкой 3, который произошел в конце прошлого года, да, ведь сработала эта сигнализация, и люди имели возможность вовремя покинуть эти помещения. Там, где не было этой пожарной сигнализации, мы имеем те печальные последствия, которые есть. Поэтому считаю, что эта мера поможет, да, она, конечно, не спасет от пожара. Согласна с вами абсолютно правильно. Но она спасет человеческие жизни. В этом ключе. Только что вы привели пример, просто который предположен. Ну, я в любом случае, это отношусь как пожелание, да, что это надо... Нет, вы правильно говорите, я согласна с вами. Спасибо. Депутат Светлана Афанасьевна Васильева. Добрый день, уважаемая Светлана Владимировна. Приближается летний период, у меня два вопроса будут. Первый вопрос по безнадзорным животным. Сейчас лето приближается у нас, и опять эта проблема у нас возникнет, острая проблема по безнадзорным животным. Ну, как врачу, мне статистика известна, да, что в весенний, летний, осенний период пик укусов безнадзорными животными она увеличивается. И вот в связи с этим у меня вопрос. В 2018 году какие результаты были достигнуты по работе с безнадзорными животными, да? И по вашему мнению, что необходимо сделать для стабилизации этой ситуации, чтобы ситуация не вышла из-под контроля? Это у меня первый вопрос. Спасибо. По безнадзорным животным мы имеем изменение законодательства, вы знаете, да, и оно вступит в середине этого года. Как я вчера на встрече нашей с вами говорила о том, что мы ждем пояснений с республики относительно того, как будет финансироваться, какие средства предусмотрены, потому что вы знаете, что содержание обращения с безнадзорными животными – это производится работа на те деньги, которые нам спускаются с республики. Сколько денег, как говорится, столько песен. Да? Относительно данных по результатам за 2018 год было отловлено порядка 5000 безнадзорных животных. Вот. И, конечно, в масштабах города мы видим, что удается ситуацию пока, на мой взгляд, только сдерживать. И я на самом деле беспокоилась не сколько летнего периода, сколько даже весеннего. Потому что это период биологического гона, и они бывают довольно агрессивны. Вот этот период, конечно, мы должны работу усилять. Ну а дальше с пожизненным содержанием животных у меня, конечно, возникают некоторые, как сказать, смятения. Потому что пожизненное содержание вот этих нескольких тысяч животных, это все ляжет на бюджет. Как мы это будем... Мы, собственно, со школьным питанием еще не разобрались, а тут нам придется содержать пожизненных животных. Поэтому вопрос, да. Спасибо. Ну и второй вопрос, это у меня вопрос по частному сектору. Ну, проблема известная, это дороги, освещение, водоснабжение, это, в принципе, общероссийская проблема по частному сектору. Конкретно вот взять Гагаринский округ, 2/3 Гагаринского округа – это частный сектор. У нас есть такой микрорайон, Новопортовской, вы прекрасно знаете. Ко мне обратились жители Новопортовского района в конце 2018 года, где-то около 100 жителей, коллективное письмо о том, что, ну, во-первых, годами не решается проблема с дорогами этого микрорайона. Сами жители своими силами, они провели ремонт бесхозной дороги. Но с этим нужно смириться, потому что эта дорога есть, мы никуда ее не денем.
двинется, люди по ней ездят, ходят, велосипед ездят, школьники в школу ходят. И поэтому вот эту проблему как нам решить? Потому что я написала письмо, ну, как бы замглавы Федорову по этому вопросу, да, во-первых, по этой бесхозной дороге. Жители просят ее отремонтировать. Но я понимаю, что на карте этой дороги нет, и как будто бы муниципалитет на это внимание не обращает. Но эта проблема все равно остается. Вот как нам быть с этим? Также получила ответ от Доматова о том, что да, в 2023 году будет ремонт, да, дорог Новопортовского района, но до 2023 года еще нам далеко. Вот у меня вот этот конкретный вопрос, что делать, да, вот с такими дорогами, наверное, есть они, ну, в любом там частном секторе, не только в Новопортовском. И второй вопрос, все-таки планы какие у вас по развитию частного сектора? То, что вот у нас есть программа формирования комфортной городской среды, да, но она в большей мере охватывает, общественное пространство, да, многоквартирные дворы. Частный сектор как-то там не сильно, да, звучит, не затронут. Может быть, ну, как ваше мнение, может быть, нужна новая программа по развитию частного сектора, если у вас какие-то планы конкретные по этому поводу. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Да, такой вопрос поступал и во время отчета в Гагаринском округе, и он вошел в перечень тех 144 поручений, которые мы имеем по итогам отчета. Значит, конкретно по этой отрасли, безусловно, вот тот ответ, который вы получили, это все, что мы на сегодняшний день можем сказать. Поэтому я должна сказать, что вообще порядка 50% дорог города Якутска не имеют твердого покрытия. И это наша большая проблема. Но я думаю, что те средства, которые выделяются нам, вот я сказала, 4,5 миллиарда на ближайшие годы, постепенно мы дойдем и до внутриквартальных дорог. Более ничего конкретного я сейчас не могу сказать, потому что наши основные магистрали находятся в ужасающем состоянии. И то, что эта проблема вообще начала сдвигаться, это, конечно, большая заслуга и депутатского корпуса, который в бюджете 2019 года предусмотрел 500 миллиарда рублей по нашему предложению. Нам пришлось кое-чем пожертвовать, вы знаете, мы много спорили, полемизировали об этом, но тем не менее дороги нам нужны. И большое спасибо руководству республики за то, что они нашли возможность софинансировать нас в порядке тоже 500 миллиарда рублей. И, конечно, на этих условиях нас согласен финансировать федеральный центр. Поэтому сейчас мы начинаем с основных магистралей, которые доставляют хлопоты и большинству горожан. И полагаю, что постепенно эта дорожная сеть дойдет и до внутриквартальных. По планам на будущее именно по частному сектору, не только дороги, освещение, вода, какие-то планы есть? Да, программа «Светлая столица», там надо ее посмотреть, возьмите, посмотреть эту программу и по дорогам запросите перспективные планы до 2023 года. Депутат Амосов Владимир Владимирович. Уважаемый Петр Александрович, Светлана Владимировна, коллеги, приглашенные. У меня есть вопрос именно по деятельности 18 года, 19 на за 18 лет. Вот одно из первых наших решений было на первой сессии, мы решали это. Понимали, это оставить 5 заместителей главы города Якутска. И отдав одни из полномочий первому заместителю очень большие полномочия. И насколько оправдано, два вопроса встретили. Насколько оправдано это решение сегодняшнее, учитывая, что авральное время решения задачи еще не наступило, но то, что мы сами как-то уже как раз давали, когда там 2 заместителя главы. Строительстве там большие планы поставили 2 раза больше, лучшие годы. Как вы видите решение, насколько оправдано, да? И второй вопрос, насколько с этим поднялись зарплаты ваших заместителей? Нет, зарплаты не поднялись, потому что зарплата нам устанавливается в соответствии с той сеткой и с теми вилками, которые спускаются из Министерства финансов, поэтому это все регулируется, мы сами себе зарплату не назначаем, зарплаты не поднялись. Что касается увеличения, скажем так, зоны ответственности и расширения полномочий, посмотрите, 6-й заместитель, который был сокращен, он занимался, курированием пригородных администраций, управления сельского хозяйства, департамент по предпринимательству
присоединили к блоку ЖКХ, курируемым первым заместителем, да, где ранее находились все округа. То есть вот эта изолированность пригородов, как мы вот посчитали необходимым к остальному городу пристегнуть. Управление сельского хозяйства осталось вместе с пригородами перешло, поскольку агропоезд и развитие вот, всех этих сельских территорий это логически один объем решений. И управление предпринимательства, управление по делам предпринимательства, оно перешло в финансово-экономический блок. Финансово-экономический блок из той логики, что, во-первых, нужны и необходимы механизмы поддержки. Раз. Во-вторых, в финансово-экономический блок входит работа с имущественным комплексом, как с землей, так и с другим имуществом. И поэтому по этому блоку вопросов у предпринимателей тоже много проблем. И поэтому предприниматели логически относятся к финансово-экономическому имущественному блоку. Поэтому распределение обязанностей, я считаю, произошло довольно равномерно, и поэтому здесь никакого особенного коллапса я не наблюдаю. И более того, повторюсь, и руководством республики, и руководством Министерства жилищно-коммунального хозяйства довольно хорошо оценивается работа города в зимний отопительный период. Хочется постучать по дереву и переплюнуть через левое плечо, ибо еще февраль. У вас все, да? У меня выступление. Хорошо. Депутат Сильцев Станислав Иванович. Добрый день, уважаемый Светлана Владимировна. У меня вопрос по... С вашего доклада прозвучало предстоит и рассматривается уже в Министерстве экономики ВЧП-2. Мне хотелось бы узнать, если уже определена дорожная карта, значит, есть какая-то, скажем, инициатива либо предложение от инвестора, да? С ваших слов прозвучало 10% стоимость этого проекта или от доли муниципального бюджета за ВЧП-2, да? И далее, если уже рассматривается дорожная карта, то я так понял, что окружная администрация является участником рассмотрения этой дорожной карты, то хотелось бы услышать с депутатами Якутской городской думы этот вопрос, когда будет обсуждаться. Почему? Потому что немаловажно здесь знать, какая будет стоимость проекта, да, проекта сметной документации. И все-таки это же доля муниципального бюджета. Вот. И я считаю, что наше прямое участие депутатов в обсуждении ВЧП-2 обязательно должно быть. Спасибо. Ну, там нет никакой особой тайны и никакого особенного секрета. Это обсуждается довольно широко, поскольку большая часть финансирования идет от республики, полагаю, что здесь даже больше заинтересованность, наверное, еще и депутатов государственного собрания документов. Поэтому, конечно, это все можно посмотреть, рассмотреть, никакой проблемы здесь нет. 10% софинансирования из местного бюджета, как и было в ВЧП-1. Депутаты прежнего созыва не знают, как это все проходило, поэтому тут никакого абсолютно секрета. И 10% от стоимости объектов. Да. У вас все, да? Депутат Дмитриев Владислав Михайлович. Спасибо. Добрый день, уважаемая Светлана Владимировна. У меня вопрос, наверное, как продолжение вопроса депутата Владимира Владимировича. Вот мне немножко непонятно, поясните, пожалуйста. Вам было объявлено, что отныне на ключевые посты руководители будут назначаться посредством конкурса. Но однако некоторые управы руководители были назначены без конкурса. Например, промышленного был назначен руководителем человек, который не принял участие в конкурсе. Объясните, пожалуйста. Он принимал участие в конкурсе на строительный округ, показал очень высокие баллы и очень хорошо прошел собеседование и встречу с активом. Вот, поскольку к участникам конкурса непосредственно по промышленному округу были вопросы, которые не были раскрыты во время прохождения конкурса. Я считаю, что человек прошел конкурсные процедуры, поэтому он был назначен. У вас один вопрос, да?
Да, один вопрос. То есть он выиграл в строительном и назначен... Он выиграл в строительном, он набрал большое количество баллов в строительном. Выше, чем претенденты по промышленному опыту. Депутат Яковлев Александр Петрович. Добрый день. В докладе прозвучала информация о том, что администрация собирается выкупить здание по Горького, Ниагара, Буше. Прежняя администрация говорила, что и даже озвучивала, что это здание она выкупит под общественную баню. И в связи с этим у меня два как бы взаимосвязанных вопроса. Будет ли общественная баня в городе Якутске, или мы будем обходиться Сайсарской баней, небезызвестной, да, Юрьевич? И под какое учреждение покупается это здание, дом учреждения образовательное? Спасибо. Ситуация была такая. Значит, изначально городской бюджет заплатил за здание Ниагары. Если кто помнит цифры, там, по-моему, порядка 74 миллионов где-то, да, вы купили, передали его на баланс банно-прачечного треста. Когда у банно-прачечного треста финансовые дела пошли очень плохо, возникла угроза того, что этот актив может уйти в счет погашения тех долгов, которые возникли у бань городских. И тогда нами было принято решение, значит, в рамках, ну как, оздоровления, наверное, можно сказать, да, 14 миллионов направили ликвидационные мероприятия, направили еще порядка 14 миллионов для того, чтобы это здание досталось городскому округу, а не тем, перед кем имеется задолженность. Поэтому эти процедуры уже проведены. Здание в собственности городского округа города Якутск будет передаваться учреждению дополнительного образования. Под кружки, секции, прочие занятия детей. По бане. Значит, есть план строительства бань, не одной большой городской бани, а бань по округам. Значит, рассматриваются варианты концессии. Значит, как будет решение готово, мы можем сообщить. Уважаемые коллеги, я вот перед тем, как вы будете задавать вопросы, я бы хотел попросить вас озвучить количество вопросов. Депутат Андросова Надежда Афанасьевна. Всем добрый день. У меня один вопрос. Светлана Владимировна, из отчета видно, что число детей, посещающих частные детские сады, в 2018 году увеличилось на 3,3% по сравнению с 2017 годом. На сегодняшний день места от 3 до 7 лет, которые состоят в общегородской очереди, субсидируются городной администрацией. На сегодняшний день имеется информация, что управлением образования городной администрации запрашиваются некоторые данные у индивидуальных предпринимателей о количестве мест от 1,5 до 3 лет с целью дальнейшего субсидирования. Я бы хотела узнать судьбу данного, скажем так, проекта, насколько она продвинулась, продвинется ли, и если действительно это будет так, с какого года она будет работать. Спасибо. Наталья Романовна, может, вы уточните, я в цифрах могу сейчас. У нас, значит, осенью состоялось собрание с владельцами, с предпринимателями, которые, значит, держат частные детские сады. И там была масса вопросов относительно того, как по механизму субсидирования. Да, там были вопросы, потому что сначала субсидии выдали, потом решили их отобрать, потому что неправильно была представлена отчетность и так далее. И создана рабочая группа, в том числе из представителей и управления образования, и представителей частных детских садов. И там возник вопрос о том, что нам бы субсидировать еще и нахождение наших детишек, содержание наших детишек в возрасте от 1,5 до 3 лет. Соответствующее предложение я внесла Александру Сергеевичу. Он это предложение в принципе поддержал. Вот. Документ, он практически, по-моему, готов. И вот сейчас, наверное, депутаты Государственного собрания НКУМ, которые осматривали бюджет, могут сказать, в каком состоянии там все это находится. Или Наталья Романовна? Нет, ну, добавить нечего, вот так вот. Будем надеяться. Депутат Павлов Степан Ильич. Добрый день, уважаемая
Светлана Владимировна, коллеги, приглашенные гости. У меня два вопроса. Первый – это, Светлана Владимировна, хотелось бы услышать ваше мнение, ваше отношение к студенческим строительным отрядам. Как вы оцениваете их деятельность и существует ли необходимость данной работы нашему городу? В начале своего выступления вы отдельное внимание уделили то, что наш город является очень молодым, и то, что мы все должны понимать, что это деятельность студенческих отрядов не только работа, но и воспитательная деятельность. Мы все понимаем, что молодежь является завтрашним нашего города. Это первый вопрос. Да, Степанович, и депутат Сой ко мне обращался, и разговаривали, обсуждали мы эту тему с депутатом от округа Петром Васильевичем Гоголевым. Действительно, финансировалась деятельность студенческих строительных отрядов, направлена на благоустройство города Иркутска. Да? Значит, при приемке указанных работ у нас возникли вопросы по составлению отчетности. Вы знаете уже об этом, да? Что акты выполненных работ, подписанные в одностороннем порядке, никогда и никем безоговорочно не принимаются. Согласны? Да. Поэтому нам с вами необходимо отточить механизм отчетности. И я считаю, что, конечно, готовность студенчества вносить свой вклад в то, чтобы город был чище, красивее, уютнее, нужно только всячески поддерживать. Благодарю. И второй вопрос. В отчете, в протоколе отчета перед депутатами я не нашел информацию о детском саде «Ромашка». Насколько мы знаем, в прошлом году информацию от округа нам передавали, что в инвестиционном проекте оно запланировано до 2022 года и что имеется земля зарезервированная под здание для этого детского сада. Может, По ромашке, по строительству данных у меня пока нет. У нас предусмотрено строительство школ, вот в Хакасах, на ДСК, в Новопотовском районе. В Садаре у нас будет с вами школа, планируется школа, совмещенная с детским садиком. Значит, в Кангаласах тоже школа, совмещенная с детским садиком. Про ромашку ничего пока сказать не могу. Ну вот вы указали... Вопрос был задан, годы вы указали, вот, примерно в тех рамках и двигается. На 19 год пока нет. До 22-го. Депутат Козлова, Прасковья Афанасьевна. У меня тоже несколько вопросов. Первый вопрос в связи с возникшей ситуацией по многоквартирному Воинская 10/1, который находится на территории пригородного избирательного округа. Да? Ко мне выходят жители данного округа, и ситуация, она разрешилась, та проблема, но возникает вопрос, не повторится ли это. Почему вот управляющая компания и соответствующие службы оперативно не смогли среагировать на ситуацию и допустили того, чтобы было отключено отопление, снабжение и канализация на квартире? Ну, вот эти сети, которые, собственно, создали эту аварию, находятся на балансе у застройщика. И управляющей компании в должном порядке они переданы не были. И поэтому здесь как таковой вины управляющей компании я не усматриваю. Это не их сети. Есть вопросы к застройщику. Дом был сдан, поправьте меня, если я ошибаюсь, 2 года назад, сдан в эксплуатацию. И, собственно, с тех пор застройщик не передал. Поэтому возникла такая ситуация. Если сети не переданы, если они технически не обслуживаются, нет схемы, нет понимания, как это устроено, то, соответственно, есть вопросы. Второй вопрос. Вчера на встрече вами было озвучено, что в КЧП-2 войдет строительство спортивного комплекса в селе Хакасы, да? И все-таки я бы хотела уточниться по месту строительства. Заранее, проектно-сметная документация, она сделана, и она привязана к территории, там, где раньше находился спортивный комплекс, а теперь вот мы слышали, что есть вроде бы как вариант строительства зала совместно со школой на территории Хакасской школы.
развитие мои сомнения, пожалуйста. Я насчет вот привязки о том, что она изменилась, вот от вас слышу. Нет, не изменилась, она не привязана к территории. Ну, правильно. А вопрос в чем? Где будет построен спортивный комплекс, тогда так вопрос. Ну, он будет рядом со школой, это единый комплекс. А там есть вот, место для строительства? Да, есть. Там хватает. Посмотрели стандарты, посмотрели требования, хватает. Посадка будет. Ну, спортивный комплекс, это же отдельная детско-юношеская спортивная школа. Ну, вы не строитель, я не строитель. Да? Строители говорят, и те, кто будет строить, и те, кто дает разрешение, и те, кто прошло строительную экспертизу, этот проект, они говорят, что имеющихся пятна достаточно для строительства школы с спортивным комплексом. У меня большие сомнения тогда возникают. Ну, вы, пожалуйста, подойдите тогда к департаменту градостроительства, запросите у них план посадки, и пусть они вам объяснят, как они прошли строительную экспертизу. Хорошо, спасибо. И третий вопрос вот насчет тарифов. Опять же, по пригородным маршрутам тарифы, они снизились, да, для Кандалас, для жителей Табаки, но по Хакасам у жителей могут возникнуть такие вопросы. И сейчас, ну вот, город маленький, почти что деревни, поэтому слухи разносятся, да, и они считают, что за счет хакасских жителей решен вопрос уменьшения тарифов. Нет, не за счет хакасских жителей. Вы видите порядок цифр, и это никак не за счет хакасских жителей. Вот другой разговор, когда считали тарифы, значит, которые поднимали летом прошлого года, там, конечно, были некоторые вопросы по тарификации по катастрофе. И вы услышали в моем выступлении, что мы размышляем о том, какие дополнительные вливания нам делать в кататься для того, чтобы, ну как сказать, эмоционально выровнять ситуацию. Депутат Соловей Иван Владимирович. Добрый день. У меня два вопроса. Первый, конечно, по селу Припять. Много лет мы говорим о необходимости строительства серебряных новых национальных центров. Это объекты, которые мы планируем разместить все наши социальные объекты, учреждения, начиная от поликлиники, почты, домов, клубы, самой администрации и так далее. Как вы знаете, сегодня все эти учреждения осуществляют свою деятельность в старом, ветхом, очень этажном здании, 54 площади, там, по-моему, всего 400 квадратных метров. Ну, вы понимаете, что здание не отвечает, конечно. Ранее Александр Сергеевич, будучи главой города, проект строительства нового национального центра поддержал. Должна администрация разработала проектную смету документацию, был сформирован земельный участок. Но вот во время отчета окружной администрации жителей села Турина за 2018 год представители администрации сказали, что строительство данного объекта в ближайшие годы вообще не планируется. Мы все ждали долго, конечно, их строительство. Думали, в 2019 году уже начнется. Вот такие другие вопросы у нас получили. Ну, вы услышали про проект ГЧП-2. Сейчас это у нас единственная возможность реализации строительства социальных объектов на территории города Иркутска при поддержке республики. Поэтому собственных средств у нас с вами, вы видите бюджет до 2021 года сейчас точно, и вы видите, что у нас нет средств на строительство. В качестве надежды, я думаю, что вам совместно надо работать, и нам, и вам, совместно работать с вашим депутатом от вашего направления, это Иван Иванович Слепцов, тоже довольно активный человек, и проситься на финансирование из инвестбюджета, предположим, на 2020 год, на 2021 год. Только так, на 2019 год уже. Ранее этот вопрос был рассмотрен в бюджетной комиссии. Комиссия рекомендовала администрацию присмотреть. Вы нам дали ответ, что в течение года в рамках исполнения бюджета и средств экономии вопрос будет рассмотрен. Когда это просто описано было? Ну, вы видите бюджет. Вы работаете с этим бюджетом. Но вы же ответ даете. Вы в чем, меня обвиняете или что? Нет. Я вам объясняю, как вы должны работать дальше.
Все, спасибо, да? Второй вопрос, пожалуйста. Осенью прошлого года мэрия города анонсировала продажу внедорожников принадлежащих. Сейчас никакой информации про новый вопрос нет. Информация есть везде про продажу внедорожников. Хотелось бы узнать, продали, не продали, сколько... Не продали. Один продали, остальные не продали. Спасибо. Потому что идет процедура продажи и реализации муниципального имущества. Она имеет свои особенности. Я не могу назначить любую цену и толкнуть ее с рынка. Никто мне этого не позволит. Есть процедура оценки. Она заняла определенное время. Выставлена такая стоимость, которую независимый оценщик посчитал необходимым поставить. Значит, далее объявляется продажа. Да, это тоже требует процедуры определенного времени. Нельзя взять и продать завтра. Надо выставить определенным образом. Значит, выставляется на продажу, ожидается определенное время. Покупатель не нашелся, значит, цена снижается на 5%, все начинается заново. И так до тех пор, пока цена покупателя какого-то не устроит. Это делается для объективности оценки и объективности продажи цены. Одна машина продана, и, значит, добавив деньги, мы купим специальный транспорт для организации перевозок инвалидов с ограничением движения. Спасибо. Уважаемые коллеги, я еще раз напоминаю для удобства нашей с вами работы указывать, озвучивать количество вопросов. Депутат Романов Феликс Евгеньевич. Один вопрос. На депутатских слушаниях нам было внесено предложение о строительстве завода на базе уже существующего предприятия муниципального города. Вами было пресечено недобросовестный поставщик, точнее подрядчик. Но, насколько мы все помним, извиняюсь, что вложили асфальт на снег, что эксплуатационные, скажем так, качества, на эксплуатационные качества очень влияет сильно. Хотелось бы узнать ваше мнение на этот счет. По строительству такого завода на базе Якутска. Внесенная стратегию развития города Якутска. Михаил Сергеевич, рассматривали же этот вопрос? Да, действительно, депутатские слушания от Феликса Игоревича поступило предложение рассмотреть возможность строительства мини-завода. Я тогда отметил, что действительно с Владимиром Ильичем мы обсуждали этот вопрос, и мы рассматриваем в дальнейшем приобретение для нужд трудоустроения небольшого мини-завода, чтобы они могли закрывать потребность по асфальтобетону для ямочного ремонта дорог и ремонта дворовых территорий, и ремонта наших тротуаров с асфальтобетонным покрытием. По срокам пока сказать мы не можем, будет это 19 или 20 год, но тем не менее в планах действительно такой вопрос есть. Спасибо. Евдокия Ивановна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Уважаемый Светлана Владимировна, у меня будет один вопрос, он будет касаться кадрового обеспечения объектов ВЧП, которые будут введены в течение 2019 года. Мы понимаем, что заработают уже в разный период времени 12 объектов, в том числе 11 муниципальных, за которых полностью отвечает город. В прошлом году, в позапрошлом уже определенная работа по линии управления образования была проведена по подготовке кадров, потому что ясно, что это сотни новых рабочих мест. И вот понимаю, что чем ближе ввод объекта, начало его работы, тем острее будет стоять вопрос с кадрами, тем более мы понимаем, что у нас периодически вакансии в той или иной области есть. В первую очередь, конечно, требуются педагогические работники и работники культуры. Вот на сегодняшний день и как вообще в течение 2019 года планируется подготовка кадров и вообще сможем ли мы обеспечить все наши учреждения необходимым количеством кадров? Считали количество, и есть понимание, что количественно мы обеспечить кадры не можем. Благо у нас СМФУ выпускает достаточное количество. Но другой разговор, речь идет о подготовке и квалификации этих работников. И здесь я считаю, что совершенно правильно вы задаете, потому что мы-то хотим, конечно, не выпускников, да, которые при всех их многочисленных плюсах пока еще не имеют опыта, но вопрос есть, поэтому управление образования этим занимается. Что касается тех объектов, которые вводятся год-год,
что по 6-й школе, в принципе, коллектив укомплектованный. По детской школе искусств номер 2 они переезжают, поэтому коллектив укомплектованный. Остальное... Больше садиков, конечно, да, касается садиков. Но по введенным вот в конце года там без проблем комплектация прошла, поэтому по садикам, в принципе, конечно, по воспитателям, это, мне кажется, менее острая проблема. Уважаемые коллеги, еще вопросы?